Я уже не говорю о том, что многие политические вообще даже воззрения, даже людей, которые восходят к российской оппозиции, считают себя ее представителями, они тоже далеки от адекватности. Когда Юлия Навальная говорит о том, что... Вы кого имеете в виду, если не секрет? Юлию Навальную, имею в виду, которая приглашает на разные международные конференции, которая рассказывает, вы же понимаете, Крым – это такая серьезная проблема, там же люди имеют российское гражданство. Вот я, честно говоря, не очень понимаю. Люди претендуют на оппозиционную деятельность, но вообще даже не интересуются какими-то правовыми нормами. Ну, то есть не понимают, например, что Крым – это оккупированная их собственной страной территория, и раздача гражданства на территории этой страны, она никчемна. Если ты раздаешь свои паспорта жителям оккупированной территории, эти паспорта юридически ничтожно, вот так вот. да, юридически ничтожно. Если ты завозишь туда своих граждан, то эти граждане тоже не имеют права легального пребывания на этой территории. И потом уже государство, к которому относится эта территория, решает судьбу этих граждан. Быть им там или не быть. Кто-то может там разрешить им оставаться, но, естественно, без паспортов, как это произошло с завезенными в Латвию и Эстонию жителями бывших советских республик после оккупации этих стран в 1940 году. Кто-то предлагает вежливо или не очень вежливо завезенным гражданам покинуть территорию. Это уже будет зависеть от Украины. И понятно, что я думаю, что граждане Российской Федерации, которые приехали в Крым участвовать в его оккупации, вряд ли сами захотят оставаться в Крыму, если территориальная целостность Украины будет восстановлена. Там другой вопрос, там, то, что, так сказать, юридические акты, касающиеся захвата ими собственности под видом покупки и так далее и тому подобное, это уже отдельная история. Но сами граждане, естественно, скорее всего, с оккупированных в России территорий, будь то Крым, будь то Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, сами захотят убраться по добру, по здорову. А украинские граждане, которые получили российские паспорта, они эти паспорта будут воспринимать так, как они это и сейчас воспринимают, как бумажки, которые можно просто выбросить, которые просто нужны для того, чтобы оставаться на этой территории, владеть там имуществом, чтобы их жизнь там продолжалась. Такие обыкновенные аусвайсы. Ну и все. Но при этом, когда мы слышим от Юлии Навальной о том, что это проблема, мы сразу понимаем, насколько глубоко эта болезнь имперского превосходства въелась во многих людей, что она даже не позволяет им обратиться к юридическим нормам.